Ну вот, дороженькие, задумалась в этой бабе васильки сделать синими. Краска-то пищевая. Пирог еще горячий, поэтому камера сразу запотевает. Листочек зеленым, хотя он синий. Ну вот получились такие у меня чудеса. Но все съедобно. И я думаю, вкусно. Поставила опару. Здесь у меня 250 плюс 125, как это посчитать, сколько молока. Дрожжей у меня 50 грамм свежих, 1,5 столовых ложки сахара и 1,5 чайных ложки соли. Все оставляю подумать о жизни. Ну вот, вымешиваю, наверное, минут. Извините, руки я вымыла хорошенечко. Минут 10 вымешиваю. Что сюда вошло, я все напишу под видео или на видео. Тоже даю подумать о жизни. Обжариваю лучок. Затем добавлю морковь. Затем добавлю, не добавлю, а отдельно обжарю шампиньоны. Тесто мое ходило, наверное, часа 2. Можно было, конечно, раньше работать. Но посмотрите, какое оно хорошее. Я дважды его обмяла. И двигаюсь к следующему этапу. Буду раскатывать, раскладывать начинку. Духовочка греется на 180. Она должна быть очень разогретой. И у меня получается половина с яйцом и половина с шампиньонами. Теперь буду закрывать. Вначале я подтягиваю и загибаю края. И теперь достаточно тонкий пласт буду класть сверху. Дороженькие, неудачные яйца, не желтые. Но я добавила, может, много молока. Отправляю и буду контролировать. Дожинки 2025. Прошло где-то половина времени. И вот на этом этапе я закрываю бумагой. Ну вы, дороженькие. У меня получилось 35 минут, потому что духовка очень сильно печет. Поднялся шикарно. Ну вот, друзья, мой результат перед вами. Нельзя сказать, что получились васильки васильками, листочек листочком, но все съедобно. Пирог был вкусным, разрез я не сняла, извините. И здесь секретный ингредиент – это пищевая сода. Первый раз в жизни я пекла дрожжевое тесто, именно добавляя пищевую соду. Мне очень понравился результат. Вам рекомендую. Желаю всего самого наилучшего. Усім смачно есть и дома, и в гостях. Друзья, оставайтесь у меня на канале. Будем вместе проживать наши жизни. Пишите комментарии, приглашайте друзей.